Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. Откровенно о важном президент Абхазии Аслан Бжания провел пресс-конференцию, на которой ответил на самые актуальные вопросы. Душа нации. Проблему сохранения и развития абхазского языка обсудили в Абхазском институте гуманитарных исследований. Шанс на здоровую жизнь. Культурно-благотворительный фонд Ашаны открыл новый сбор средств на лечение 8-летнего Леона Кирия Тания. Ситуация в энергетической сфере, работа правоохранительных структур, вопросы получения российского гражданства. Эти и многие другие темы прозвучали на пресс-конференции, которую провел президент Абхазии. Встреча журналистов с Асланом Бжания длилась более 3 часов. Глава государства ответил почти на 30 вопросов. Репортаж Гугуцы, Вардания. На первый вопрос журналиста, касающийся работы главы государства за 1,5 года, Аслан Бжания отметил, что за время его нахождения у власти удалось усилить работу правоохранительных органов. По словам президента, нынешние цифры говорят об улучшении работы в этой сфере. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше. Их раскрываемость увеличилась. Аслан Бжания также отметил, что заведены ряд уголовных дел по расхищению государственного имущества. Благодаря нашим правоохранителям мы имеем картину, когда впервые в новейшей истории Абхазии, я по этому поводу не злорадствую, просто докладываю вам факты, привлечены к уголовной ответственности и отбывают реальный срок наказания руководителей, которые расхитили государственное имущество. Кое-кто из них находится в бегах, кое-кто реально сидит в настоящее время в исправительных учреждениях, несколько уголовных дел предъявлено обвинение. Будет вынесено судебное решение по водоводу в селе Члоу, по тем событиям, которые происходили в онкологическом центре. Я хотел бы проинформировать вас о том, что это очень непростая работа. Хотел бы вам напомнить некоторые такие резонансы преступления, связанные с изъятием из преступного оборота огромного количества оружия. В прошлом году, вы помните, было изъято около 2 миллиона 700 тысяч штук боеприпасов. Перед этим, был изъят схрон, в котором находилось огромное количество оружия и боеприпасов, в том числе специальное оружие, самодельные взрывные устройства. Говоря о такой мере, как домашний арест, глава государства сказал, что нужно ее оставить только в отношении беременных, так как люди, склонные к преступлениям, пользуются этой возможностью и снова нарушают закон. У нас огромное количество людей, которые имеют какой-то непонятный условный срок. Мы хотим уйти от такого решения, как применение меры пресечения, домашний арест. Вообще приостановить действие этой статьи, сделать так, чтобы эта статья работала только в отношении беременных женщин. Потому что этим пользуются все. Что касается дела об избиении российского туриста в Гагре, то, как отметил Бжания, виноватые несут за это ответственность. Сотрудники милиции, которые, возможно, причастны к этим фактам, в настоящее время отстранены от занимаемых должностей. Было проведено служебное расследование силами Управления собственной безопасности МВД. Материалы были переданы недавно относительно в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура по изучению этих материалов примет процессуальные меры. Отвечая на вопрос, касающийся инвесторов и восстановления перепадных ГЭС на территории республики, Аслан Бжания отметил, что на сегодняшний день в мире нет государств, которые бы не привлекали инвестиции. Поэтому нужно создать условия для инвестора так, чтобы они работали в рамках закона. В качестве примера глава государства привел объект, построенный российским инвестором в селе Тамыш, который сегодня успешно функционирует. Многим удалось трудоустроиться. Средняя заработная плата там, как отметил президент, составляет порядка 37 тысяч рублей. В Восточной Абхазии можно на таких же условиях, я говорю о том, что я знаю детально, примерно такая же картина везде. Можно поставить 5 объектов, и там найдутся люди наши, которые будут работать. Иначе мы не сможем решить вопросы, связанные с экономическим обеспечением нашего суверенитета. Вот когда говорят о том, что иностранный инвестор может подорвать суверенитет Абхазии, это мне вообще непонятно.
Иностранный инвестор вкладывает деньги в экономику, обеспечивает экономический суверенитет нашего государства и, как следствие, политический. В некоторых государствах есть отрасли, куда они не пускают иностранных инвесторов. Они носят там особо режимный характер или особо стратегический характер. Такое может быть. Или участие иностранных инвесторов носит дозированный характер. Ну, туристическая сфера или сельское хозяйство, или другие перерабатывающая промышленность. Это не те отрасли, которые мы должны ограничивать. На встрече была затронута еще одна животрепещущая тема – энергетика. Аслан Бжани отметил неуплату за потребленную электроэнергию одной из основных проблем в области энергоотрасли страны. За последние 24 года потребители задолжали 1 миллиард 800 миллионов рублей при тарифе 40 копеек за потребленный киловатт. Проблемы, возможно, придется решать очень долго. Как подчеркнул президент, в первую очередь необходимо решать вопросы, связанные с установлением в стране экономически обоснованного тарифа на электричество, который будет введен в Абхазии поэтапно в течение 5 лет. У каждого потребителя будут современные приборы учета, и в этом направлении будет проводиться работа. Для решения проблем энергетики необходимо вложить большое количество денег. Например, на восстановление 3 перепадных ГЭС в Галском районе понадобится около 10 миллиардов рублей. Президент подчеркнул, что по договоренности с Россией на развитие абхазской энергетики на первом этапе будет выделено около 5 миллиардов рублей. Это даст возможность в безаварийном режиме работать. Сейчас мы занимаемся тем, что латаем дыры. Вы знаете о том, что вот линия Чегвара, сейчас там идет ремонт, немножко затянули по времени. Следующим глава государства ответил на вопрос, касающийся восстановления Сухумского аэропорта. На подготовку проекта было изыскано около 120 миллионов рублей. Проектно-сметная документация с госэкспертизой будет готова к осени будущего года. Далее журналисты коснулись вопроса получения российского гражданства. Глава государства отметил, что Абхазия и Россия подпишут соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, что позволит упростить получение российского гражданства жителям Абхазии. Глава государства отметил, что в конце августа подписал и направил российской стороне распоряжение о подписании соглашения между Абхазией и Россией. В этом году достигнута договоренность о подписании международного договора, который будет определять основания для упрощенного порядка приобретения гражданами Республики Абхазия российского гражданства, а также правовой статус лиц, имеющих 2 гражданства. Распоряжение президента Республики Абхазия о подписании соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства подписано мной 25 августа 2021 года и направлено российской стороне. Мы потеряли, не потеряли, нам потребовался год для решения, для подготовки решения этого вопроса. Соглашение и российской стороной, и абхазской стороной подготовлено. У нас к соглашению нет, оно, скажем так, согласовано сторонами. Вот я дал доверенность, и в ближайшее время оно будет подписано. Значит, есть понимание с российской стороной, что граждане Республики Абхазия, что это означает, да, имеют право получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Значит, сам порядок подачи заявления о приеме в российское гражданство, перечень представляемых документов, порядок рассмотрения заявлений будут определяться указом президента Российской Федерации после того, как будет подписано соглашение. Мы можем сказать, что свою часть работы мы выполнили, этот механизм будет задействован. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства подчеркнул, что начались работы по освещению автотрассы Очимчира-Сухум. Освещение на дорогах в этом году смогут сделать до села Лабра. Что касается Ткварчалской больницы, то в эксплуатацию она будет введена в этом году. На встрече также был затронут еще ряд других вопросов. Они касались здравоохранения, туризма, борьбы с незаконными потребителями электроэнергии, программы социально-экономического развития. Гугу Савардания, Алексея Гухава, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Мы продолжаем рубрику «Ко Дню Победы» в эти дни 28 лет назад.
21 сентября в Сухуми начались уличные бои. На Восточном фронте шли успешные операции. На Западном фронте абхазские подразделения выдвинулись от универсама в сторону кафе «Ветерок». Закрепились в здании управления троллейбусного хозяйства. С большими потерями удалось освободить здание типографии, где в подвалах склада печатной продукции засели грузинские гвардейцы. Абхазские бойцы вышли к подступам Сухумской горы и расположенной на ней телевышки. Распоряжением президента Аслана Бжания создана Государственная комиссия по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Юрия Николаевича Воронова. Выдающийся ученый, государственный деятель, кавалер ордена Ахзапша первой степени Юрий Воронов родился 8 мая 1941 года. Указом Аслана Бжания полковнику милиции Ажиба Руслану Александровичу, первому заместителю министра внутренних дел, начальнику криминальной милиции, присвоено очередное специальное звание генерал-майор милиции. Повестку дня предстоящего 54-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье обсудили в МИД Абхазии. Заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба на встречу с сопредседателями дискуссии отметил, что ключевым вопросом для абхазской стороны был и остается вопрос согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы со стороны Грузии. Ираклий Тужба выразил серьезную беспокойность в связи с продолжающимся процессом милитаризации Грузии и наращиванием ее военного потенциала. Он призвал международных посредников обратить внимание на эту проблему и принять необходимые меры для недопущения эскалации напряженности в регионе. Ираклий Тужба также заявил о готовности абхазской стороны к конструктивному диалогу в вопросах, носящих гуманитарный характер. Очередной 54-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на 12-13 октября 2021 года. Министр здравоохранения Эдуард Будба обсудил с руководством Республиканской детской больницы наболевшие вопросы и пути их решения. Участники встречи обговорили необходимость обеспечения больницы дополнительным медперсоналом в связи с возросшим количеством обращений пациентов, налаживание более эффективного взаимодействия с детской поликлиникой и районными педиатрами, обновление оборудования в лаборатории, открытие поста охраны при больнице. Глава Минздрава выслушал все пожелания и отметил, что проблемы, которые беспокоят детскую больницу, будут решаться планомерно и поэтапно. В Москве подписан протокол об увеличении объемов нефтепродуктов, поставляемых в Абхазию из Российской Федерации без взимания вывозных таможенных пошлин. Об этом сообщается на сайте Минэкономики. В соответствии с протоколом определены новые квоты на 2021 год. Бензин автомобильный с октановым числом менее 95-66 тысяч тонн, что на 20 тысяч тонн больше, чем было определено предыдущим документом. Бензин автомобильный с октановым числом 95 или более 23 тысяч тонн на 10 тысяч тонн больше, чем было определено предыдущим документом. Дизельное топливо 30 тысяч тонн, что на 20 тысяч тонн больше, чем было определено предыдущим документом. Битум нефтяной 7 тысяч тонн. Российские власти планируют увеличить бюджетное ассигнование на оказание финансовой помощи Абхазии и Южной Осетии в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы. В документе говорится, что увеличение финансовой помощи Южной Осетии как в 2022, так и в 2023 году составит 786 миллионов 200 тысяч рублей. Бюджетные ассигнования на обеспечение сотрудничества с Абхазией в 2022 году хотят увеличить на 410 миллионов рублей, а в 2023 году на 401 миллион 500 тысяч рублей. К другим новостям. Проблему сохранения и развития абхазского языка обсудили в Абхазском институте гуманитарных исследований. За круглым столом собрались ученые-языковеды и представители Министерства просвещения и языковой политики. В работе круглого стола также принял участие спикер парламента Валерий Кварча. Участники встречи высказали свое видение решения вопроса. Ученые считают, что для сохранения абхазского языка необходимо прежде всего создать в семьях абхазоязычную среду, чтобы дети, когда учатся говорить, слышали только родную речь.
Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл новый сбор средств. На этот раз в лечении нуждается 8-летний Леон Кирия Таня. Историю болезни мальчика наверняка многие помнят, ведь мы все вместе уже помогали ему пройти курс лечения в НПЦ Департамента здравоохранения Москвы. И сегодня маленькому Леону вновь нужна наша помощь. Репортаж Эсмы Голландзе. Восьмилетний Леон с виду не отличается от сверстников. Застенчивый мальчик с выразительными глазами долго рассматривал нашу съемочную группу, но так и не решился отойти от мамы. Леон – любознательный и активный ребенок, любит машинки и все, что связано с техникой. Сейчас он учится во 2 классе, умеет читать и считать, знает наизусть стихи. Вот только рассказать их непросто, когда есть проблемы с речью. Историю Леона наверняка помнят многие зрители. Практически с младенчества мальчик борется с болезнью. В 2018 году ему был поставлен диагноз – минимальная мозговая дисфункция. Причина – доброкачественная опухоль. Ребенку было 6 лет, когда мама обратилась в фонд «Ашана». Тогда он практически не говорил. Мы не знали, что у ребенка, диагноз не стоял, по-разному лечились, сами выезжали до обращения в фонда. Как мы обратились в фонд, нас отправили в Москву. Там уже был поставлен диагноз с помощью фонда. Мы уже прошли 5 курсов удачно. То есть ребенок с каждым днем все лучше и лучше становится. Конечно, где-то по развитию речи он отстает. Естественно, пока не 100%, но, как нам обещают, сама болезнь всего этого остается 20% лечения еще, как бы нам обещают врачи. Уже 3 года Леон постоянно принимает препараты. Его жизнь – это череда анализов и обследований. 2 раза в год, благодаря помощи фонда и неравнодушных людей, ребенок выезжает на лечение в Москву. В остальное время он продолжает заниматься и сдавать необходимые анализы. Сначала мы проходим обследование. Это МРТ головного мозга в год раз. В год 2 раза надо снимать видеомониторинг. Это для него самая такая больная процедура. Там надо одевать шапочку, 6 часов надо лежать. Конечно, ребенок нет, взрослый не выдерживает. 2 недели проходим. Неделя проходим обследование, а неделю занимаемся, лечимся. Как бы они меняют препараты. Чтобы Леон смог полностью восстановиться, ему необходимо продолжить лечение в той же клинике. Стоимость курса – 250 тысяч рублей. Сумма для семьи Кирия неподъемная. Одна надежда на фонд и людей с добрым сердцем. Сегодня мы объявляем сбор для 6-летнего Леона Кирия Таня. Это уже 6-й сбор для этой семьи. Только представьте, все предыдущие сборы дали хорошую динамику, дали прекрасный результат. Леон начал говорить, Леон стал ходить в школу. Это очень важный этап в его жизни. Он стал лучше контактировать со своими сверстниками. И сегодня требуется незамедлительная помощь для того, чтобы вовремя продолжить лечение. Цена курса 250 тысяч рублей. Пожалуйста, давайте сегодня все еще раз объединимся, еще раз поможем семье Кирия Таня сделать жизнь Леона лучше и сделать жизнь этой семьи счастливее. Сейчас нельзя терять ни дня, ведь время идет, и Леон должен догнать сверстников. Только объединив усилия, мы сможем собрать необходимую сумму и подарить мальчику шанс на здоровую жизнь. Самый легкий и доступный способ – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать на официальном сайте КБФ «Ашана». Эсма Голландзе, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. МУП «Водоканал» сообщает, что в связи с прорывом стального водопровода по улице Вавилова, район Киласура, 21 сентября с 8 часов вечера до 16 часов 22 сентября будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах города: Кадорское шоссе, Турбаза, улица Братьев Зонтария, Батумская, улица Апсильская, Комсомольское шоссе, улица Чанба, село Баслата и село Абжакуа. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 22 сентября в Абхазии ожидается облачная погода. Временами дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами град. Температура воздуха ночью 12-17, днем 16-21 градус. Температура морской воды 24 градуса.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.